Тенденция такова, что сейчас практически все мои подруги разведенные. Нам по 35 лет, кто-то чуть помладше. Я разводилась в первый раз в 24, второй в 28. И когда я разводилась, я была изгоем общества. Я была позор семьи, и все обо мне судачили. Я из маленького села, просто все, кому не лень, подходили и говорили, что вот так развелась со всеми делами. Сейчас я понимаю, что мои взрослые подруги, которые разводятся там с несколькими детьми, дошли до определенного пика. Я просто сократила то время терпения. Может быть, она у меня маленькая терпилка, я не знаю. Я быстро соображаю, что мне тут не место, и надо отсюда валить. Но хочу сказать вот ребятам, у которых растут дети, разрешите, пожалуйста, пожить вашим детям вместе, когда они соберутся замуж. Не говорите им, идите замуж. Ну, пожалуйста, скажите, поживите годик вместе. Прочувствуйте быт, прочувствуйте вообще, что за человек. Я была несколько раз замужем, и каждый раз я выходила замуж по любви. По любви. Но я не жила с этими людьми. Первые 2 раза мне, не разрешали. Я там по традициям не положено. А если бы я пожила в первый раз хотя бы годик со своим молодым человеком, со своей большой любовью, поверьте, я бы не вышла замуж. И я бы избежала первый развод. Возможно, если бы я второй раз тоже пожила со своим вторым будущим мужем, я не жила, я бы тоже не вышла за него замуж, потому что там страшный быт, там страшный человек внутри. Когда мы встречаемся, все так красиво, любовь, все очень круто. Но когда ты живешь вместе, это совсем другое. Я понимаю, что у вас в голове так нельзя. Мы не жили, там, пускай они не живут. Нет, сейчас другое время. Если вы хотите избежать разводов своих детей, дайте им пожить какое-то время вместе. Посмотрите, вы же знаете сами, что любовь, встречание, романтика и реальный человеческий быт – это разные вещи.